Илишевский элеватор является одним из крупнейших в республике. Предприятие расположено в деревне Груздевка Илишевского района, введен в эксплуатацию в 1982 году. Илишевский элеватор способен принимать на сушку и подработку до 2500 тонн в сутки. Общая мощность единовременного хранения зерна составляет 117 тысяч тонн. На элеваторе имеется сертифицированная лаборатория, которая позволяет делать все виды анализов. Поступившее зерно хранится в 5 заготовительных железобетонных башнях. На сегодняшний день коллектив предприятия объединяет 98 работников. Элеватор принимает зерно с местных предприятий, а также с Дюртюлинского, Бакалинского, Чекмагушевского, Кушнаренковского районов. Основной вид деятельности элеватора – это хранение и транспортировка зерновых культур, сушка зерна и его очистка от ненужных примесей и мусора, а также обеззараживание. Кроме того, Илишевский элеватор занимается переработкой зерновых культур. В среднем предприятие производит в год 2500 тонн муки и 3000 тонн крупы. Расположение элеватора позволяет производить приемку зерна автомобильным транспортом, а наличие собственного причала на левом берегу реки Белая делает Илишевский элеватор уникальным в нашем регионе. Длина и глубина причального фронта позволяет принимать суда грузоподъемностью до 2000 тонн с последующей отправкой по стране в порты городов Астрахань, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Санкт-Петербург, порт Кавказ. После выполнения планируемых работ по углублению и расчистке русла реки Белой появится возможность для прохождения большегрузных судов класса река-море водоизмещением до 3000 тонн. Более того, есть перспективы выхода через Волгу в Каспийское море, а также в Черное, Балтийское моря и дальше поставлять зерно в Иран, Турцию, государства Прибалтики и другие страны. Ресурсы, которыми располагает Илишевский элеватор, дают ему возможность стать региональным центром притяжения как покупателей, так и производителей сельхозпродукции. В условиях роста экспорта зерна из республики это поможет привлечь в агропромышленный комплекс дополнительные источники финансирования и, прежде всего, открыть для аграриев новые рынки сбыта продукции.